Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на такую тему. Что ждет вас сейчас, через час, день через день? Загадайте, пожалуйста, на себя и на события самого ближайшего времени, самых ближайших дней. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Ничего себе. Медведь с левой стороны. У вас очень много медведей в последнее время, мои хорошие. Это не первая, даже, наверное, не вторая отсыпка. Постоянно идет образ медведя. Медведь — это сильный человек, это сила, это мощь, это защита, это возможность как получить защиту и быть защищенным. У вас медведи постоянно прыгают то справа, то слева. Слушайте, шикарно. Здесь медведь вас везет. На своей спине везет вас большой медведь. В данном случае белый большой медведь, сильный и мощный. Причем этот медведь вас как будто бы увозит, уносит от каких-то не очень здоровых, правильных, адекватных людей. Либо от каких-то очень, давайте так, страшных, неприятных моментов в вашей жизни. Сильный, мощный человек. Сильный, мощный. Да, вы все разные, да, вы все живете в своих странах при разных условиях, абсолютно разная обстановка, абсолютно разный уровень жизни. Но тем не менее, смотрите, я так понимаю, что этот человек, он по характеру такой, знаете, достаточно тугой, но при этом сердце у человека невероятно теплое и большое. Этот человек вас любит, человек относится к вам очень благородно, защищает, заботится о вас, даже если вы этого не хотите. Понимаете, здесь вот четко защитить, как закрыть собой, увести, избавить вас, да, от каких-то неприятных людей, либо от каких-то больших неприятностей. Не злитесь на этого человека за его поступки. Знаете, что этот человек все делает по благородству души и вас очень сильно и любит, и ценит. Тут помощь идет, помощь, которую, скорее всего, вы не просите, помощь, которую вы не ждете, и даже, возможно, помощь, которую вы отвергаете. Но она будет вам предоставлена, даже если вы этого не хотите. Такому человеку нужно сказать спасибо, да, и земной поклон отпустить, потому что действительно помогает, действительно защищает. Может быть, этот человек не рассказывает вам всех подробностей для того, чтобы вас не напугать, для того, чтобы вас не травмировать, но при этом делает для вас все возможное и невозможное для того, чтобы вас уберечь. Так, еще месяц у вас тут вышел с левой стороны. Знаки. Это знаки, которые вам посылаются, и, возможно, в ближайшие, буквально несколько минут, несколько часов их будет становиться все больше и больше. Не бойтесь этого и не игнорируйте это. Знаки помощи, знаки подсказки, знаки ответы, знаки, как, знаете, эти путеводные стрелочки, да, показывают вам, в каком направлении двигаться, либо действительно дают очень важную, ценную информацию. Очень большой месяц и прям совсем близко к вам. Очень много знаков. Даже случайное слово, либо повторяющееся случайное слово, это тоже знак. Цифры, слова, высказывания, опять же, всякие природные явления, действия животных и птиц. Это все тоже знаки. Научитесь их читать. Не знаете, как расшифровать знак, просто вот сравнивайте. Вижу этот знак и дальше что происходит. Запоминайте эти моменты. Это очень-очень важно. И еще сегодня ночью кому-то приснится очень интересный сон,
Сон, который либо предсказывает ваше будущее, либо конкретно отвечает на ваш вопрос. Здесь, кстати, могут еще и души тех, кого нет, присниться. Вот. Именно сегодня ночью. Запомните, пожалуйста, этот сон, он 100% у вас сбудется, либо помощь вам окажет. Да, духи тех, кого нет, души тех, кого нет, они вам помощь окажут именно через сон. Ну, подсказку дадут, либо маячок вам пошлет. Стрелка вверх. Человек, который лежал, стрелка вверх. Ну, кто-то активничать начнет, кто-то шевелиться начнет. Человек в лежачем положении, то есть бездействует человек. Возможно, сейчас бездействует, возможно, какое-то время уже бездействует. Стрелка вверх идет. Очень бурные деньги начинаются у этого человека. Человек то ли работать начнет, то ли чем-то заниматься, за что-то возьмется. То есть активность, она стрелкой вверх повышенная идет, просто гиперактивность, можно так сказать. Возможно, это вы, а возможно, кто-то из ваших близких. Очень горячие деньги вас ждут впереди. И очень бурная и полезная деятельность. Вот, это тоже важно. Улитка. Улитка без домика. Улитка в поисках своего домика. Не туда поползла. Если вы сейчас в поисках жилья, либо у вас есть какие-то варианты по жилью, либо вы думаете, что вы хотите сменить жилье, лучше обождите. Этот месяц, он не очень благоприятный для поиска и переезда. Лучше обождите. В следующем месяце ситуация кардинально поменяется в лучшую сторону. Вы все разные, я не могу сказать, что конкретно произойдет, но сейчас не принимайте скоропалительных решений. Не кидайтесь головой вот в любое там, первое попавшееся предложение. Это все, знаете, нехорошее, не стоящее. И опять же приведет, может быть, даже к каким-то нежелательным последствиям. Может быть, сейчас вы рассматриваете какое-то предложение, но оно нехорошее. По сути, там есть какие-то скрытые моменты, либо вам там будет некомфортно. Может быть, вас вообще там обманут на деньги. Улитка без домика остается и ползет не в ту сторону. Вам нужно вправо, а улитка ползет влево. Там домиков точно нет. Еще с правой стороны кто-то на вас попытается воздействовать. Причем воздействовать именно на вашу голову, на ваши мысли. Человек похож на гигантскую пиявку. Такая пиявка может вас ровно там, за 3 секунды выпить. Воздействие идет, гнетущее такое воздействие. Может быть, человек появится у вас на пороге, начнет вам что-то рассказывать. Может быть, через телефон, да, начнут там, по телефону вам жаловаться. Может быть, даже кто-то из родственников. Человек, который хочет что-то ваше, вот прям из вас вытащить, вырвать, отобрать себе. Воздействие. Мои хорошие, но будьте бдительны и не давайте на себя влиять, не давайте собой пользоваться. В центре у меня человек работает, либо даже какая-то переписка у человека. Ну, у одних отыграется, что вы работаете, а у других вот как будто бы вы переписываетесь с кем-то. А может быть, вы какое-то важное письмо будете составлять, писать. Что-то вы будете делать с левой стороны. Как-то неожиданно это все на вас свалится, и придется вот все отложить, отставить и чем-то вот конкретным, таким четким заняться. Вы будете это делать, хотя вижу, что не верите в успешность своего мероприятия, но поверьте, успех он придет, да, либо все хорошо закончится, вы работу свою выполните, либо с этим делом закончите гораздо быстрее, чем думаете, и опять же какой-то успех, какой-то хороший результат придет. С правой стороны птица со спины. Птица, которую вы не ждете, но которой вы безумно обрадуетесь. Письмо, сообщение, смс-ка. Может быть, даже какой-то пост. Нет, не пост. Эта птица именно к вам прилетает. А может быть, действительно, вас кто-то в интернете найдет и вам об этом напишет. Да, может быть, и пост. Слушайте, какая миленькая пташка. Пташка со спины залетает. Но не ждете, не готовитесь. От этого вам будет еще более радостней. И еще, если вам нужна какая-то информация, вот прям срочно позарез, либо вы чем-то очень сильно интересуетесь, идите в интернет. В интернете 100% найдете. Найдете, потому что явно информация со спины заходит. Здесь кто-то приезжает, приходит, собирается семья, либо близкие люди собираются, друзья, например.
без случая. Просто вот так получается. Здесь какой-то и разговорчик очень теплый, приятный состоится. И о чем-то люди договорятся, что-то друг другу пообещают, посидят, поговорят. Так душевно, тепло станет. Душевное тепло. Тройка большая образуется. При этом эта тройка, она тепло дарит. Тепло и вам, и тем другим людям. Если вы соберетесь с семьей на замечательное время, замечательный вечер. Если вы соберетесь с друзьями, ну просто вот душевненько посидите, удовольствие получите, какое-то успокоение на вас вот прям ляжет, да, вот как успокоитесь, скажете, ну я не одна, у меня есть хорошие друзья. Опять же, какая-то договоренность между вами, вот какие-то обещания будут даны, которые 100% будут исполнены. Женщина, под ногами у нее подкова, а она ее почему-то не видит. Под ноги, наверное, не смотрит. Мои хорошие, ну вот говорю как есть. Кто-то из вас в прямом смысле слова в ближайшие несколько часов, несколько дней найдет подкову. Ну вот просто под ногами. Может быть, это будет настоящая подкова. Может быть, это будет что-то в виде кулончика. Может быть, даже картинка с подковой будет, да, бумажечка, на которой подкова нарисована. Какой-то аксессуар, да, похожий на подкову. Берите, не бойтесь, эта подкова вам 100% принесет удачу. И опять же, для вас это как знак, сигнал. Удача с тобой, у тебя все получится. Именно для женщины идет. Так, образ мужчины, который дает женщине деньги, но дает какую-то, ну, сугубо ограниченную сумму. Женщина в шоке от этой суммы. У нее тут расстройство, переживания. Нервный тик начинается, да, от таких сумм. Девочки, мужчина не жадный, он просто не знает, что сколько стоит. И вместо того, чтобы на него обижаться и думать, что он там жмот, вы просто сядьте с ним и поговорите. Прям возьмите бумажечку и распишите, что сколько стоят продукты, сколько стоят услуги, там, может, коммуналку сколько стоит оплатить, сколько стоят, например, там, ваши женские там, всякие бьюти-услуги. Вот, поверьте, он у вас нормальный, он адекватный, он просто реально не знает, сколько что стоит. Вот, когда он увидит, я думаю, что он добавит, причем щедро добавит. Попробуйте. Не обижайтесь, не уходите в себя, а просто посидите, поговорите. Здесь разгадка очень простая. Он не знает, сколько конкретно денег, что стоит. Так, кто-то у меня очень нетерпеливый. Дерево, на котором растут плоды, но они незрелые. А вы прям трясете это дерево и злитесь, что плоды не падают. Мои хорошие, наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Не сейчас, но чуть позже эти плоды начнут сами, вот дозреют и сами начнут падать прям к вам в подол, да, либо в ваши руки. Не форсируйте события и не надо ломать это дерево. Я вас умоляю. Тем более выходить из себя не надо. Наберитесь терпения. Это очень важно. Дайте этим плодам налиться, дозреть, созреть. И потом уже будете их смаковать. Это может касаться работы, это может касаться каких-то людей, взаимоотношений может касаться. Просто нужно немножечко подождать. Не в ближайшие 2-3 дня, чуть попозже. Но это точно будет. А дерево, пожалуйста, оставьте в покое, не ломайте. Да, может быть, в прямом смысле какие-то у вас там фрукты, овощи созрели, и вы пытаетесь их сорвать. Но мне почему-то кажется, что это в переносном. Это больше касается каких-то результатов, опять же, работы, прибыли. Подождите, все будет, но немножко попозже. С левой стороны 2 ехидные женщины шушукаются у вас за спиной. Как будто бы вас в чем-то подозревают, либо в чем-то вас как заочно обвиняют. И если какие-то разговоры пойдут, либо какие-то претензии к вам пойдут, то это 2 женщины устроили. 2 женщины ехидные. Почему ехидные? Может быть, вы их так про себя называете. 2. Но с одной вы точно знакомы, а вот вторая, она такая, знаете, в полутени находится. В полутени. Вот от них вот какой-то негатив веет в вашу сторону. Ну, то ли завидуют, то ли, знаете, как недолюбливают, то ли, в принципе, они такие поганые люди. Все бывает. Ну вот вижу, что шушукаются, прям пальцами вас тыкают.
Знаете, как обвиняют в чем-то, как претензии к вам имеют. Ну что ж, бывает. Так, здесь у меня образ женщины, у которой голова кружится от эмоций. Вам кто-то что-то скажет, либо кто-то в вашу сторону поделится какими-то своими эмоциями, а у вас аж прям дыхание перехватит, и голова от этого закружится. Ну вот вижу слова какие-то произносятся слова, и вы прям ощущаете, что вы такая, опа, поплыла от радости, от счастья. Ну, это хорошо. Такие эмоции хорошие, мы их принимаем. Когда голова кружится от счастья, это всегда приятно. Знаете, что мне еще идет? Вот как будто бы симпатия у вас с кем-то была, либо есть, да, не была, а есть. И этот человек, ну, я не знаю, то ли вам напишет, то ли звоночек от этого человека, то ли объявится перед вами. И вот будет голова кружиться, и вот такое звездное состояние, да, звездочки вокруг вас летают. Хороший момент. Хороший момент. А у кого-то отыграется, что ваш близкий, любимый человек скажет, что вот я там еду, приеду, либо появится перед вами. Да, опять же, не предупредив, что приезжает. Тоже голова закружится. Ну, прям положительно идет. Так, здесь у меня ракета, которая на низком старте. Вы, либо ваш человек буквально вот день через день чем-то таким начнет заниматься, как стартанет. Тьфу-тьфу-тьфу, идет удачный старт. Но тут такой еще совет, как можно дольше сохраняйте в тайне все то хорошее, что с вами либо с вашим близким происходит. Ну, от греха подальше, да, лучше об этом промолчать. Пока эта ракета не взлетит, лучше молчать. Особенно родственникам ничего не говорите. Вот, либо просто придумайте какие-то общие там отмазки, чтобы сильно не вдаваться в подробности. Но опять же, не привлекать внимание. Излишнее внимание к вашей персоне, либо к персоне вашего близкого человека сейчас идет больше как в минус, чем в плюс. Поэтому лучше не надо говорить. Ну, ракета — это работа, это предложение по работе, это контракт, это какие-то новые возможности. Причем не просто возможности, очень крутые возможности, потому что, ну, представьте, это ракета целая. Ракета очень высоко летит. Очень. Хороший момент, хороший и удачный тут этот старт. Но только надо молчать об этом. Молчать и даже сами с собой, чтобы вы там по-скромному радовались. А то еще и самосглаз может переключиться, не дай бог. Чуть выше. Здесь вас кто-то то ли хвалить будет, то ли вам дарить что-то будет. Смотрите, хвалить либо благодарить. И так может отыграться. Вы не ждете ни похвалы, ни благодарности, но вы ее точно получите. Причем получите сполна. Вот вижу, как встреча у вас произойдет, и вас вот хвалят, либо благодарят. И, кстати, это не пустые слова, здесь еще что-то будет вам дано. Дано, отдано, либо вручено. Причем торжественно. Над женщиной порхает ангел, который ее отворачивает от какой-то дороги. Дорога, кстати, скверная. Дорога с какими-то неприятными приключениями, либо очень неприятными последствиями. Вот вижу, что вас ангел отведет. Причины я не могу вам назвать, но вот вижу, что будут такие обстоятельства, что вы просто чисто физически не сможете отправиться в этот путь. Вас ангел не пускает, потому что дорога нехорошая, либо не туда ведет, либо не то что-то с вами там произойдет в той дороге, в том пути. Но вот не пустят. Но примите это как должное. Ваш ангел лучше знает, что для вас хорошо, что для вас плохо. Может быть, даже какая-то встреча у вас назначена будет, либо вы по какому-то делу будете куда-то идти, спешить, либо рассчитывать даже, что вот в дороге вы что-то сделаете. Вас туда не пустят, потому что дорога для вас плохая вышла, очень плохая. Так, мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.